я очень с простой семьи и никогда не думала, что стану певицей. Никогда не было такого желания. Я просто пела дома, в школе. И всегда почему-то думала, ну, раз уж я простая девочка, то стану просто простой продавщицей, может быть, учителем стану. Ее называют странной. Сравнивают с российской теледивой Жанной Агузаровой и удивляются тому, как в восточной стране, верной мусульманским традициям, могла появиться такая раскрепощенная и не похожая на других девушка со своей яркой жизненной позицией. Каныкей. Она не продукт грамотного менеджмента. Она такая, потому что сама выбрала свой путь. Голос ее богатства и то, ради чего она родилась на этот свет. Была очень девочкой такой невидной, такой маленькой, хрупкой, в очках, незаметной. И только был у меня голос, можно сказать. Я спела, и они удивились многие. Они говорят, у тебя голос другой, он совсем иной такой. И сказали, ты можешь снять очки? Спой. Я сняла очки, и с этого началось все. Раннее утро. Каныкей торопится на свой урок в консерваторию. Она не ощущает себя звездой, скорее наоборот. Спешит почувствовать себя простой студенткой. Очень плохой студент, можно сказать, потому что я часто не прихожу, я пропускаю, я очень учусь на твердую тройку, можно сказать. И первым делом, когда я прихожу в консерваторию, я иду в столовую, потому что хочу попробовать именно студенческую жизнь, потому что и так часто не удается мне это почувствовать. Каныкей все делает на бегу. Как и все студенты, даже позавтракать не успевает, поэтому перекусывает очень быстро в студенческой столовой. Когда у меня бывает время, я утром рано спешу сюда прийти, ну, когда есть время. И, конечно, я утром не завтракаю, так как спешу и хочется здесь покушать. Ну, так как уже 4-й курс, мы занимаемся уже самостоятельно, но часто бывает, что я пропускаю уроки и приходится одной заниматься, потому что надо уже догонять. Камус. Несмотря на то, что Каныкей уже получила профессиональное музыкальное образование по классу вокала, сегодня старается освоить старинный народный инструмент. Мне было, во-первых, интересно, и, во-вторых, это наши предки, почему бы и не знать свою культуру, свою традицию. Вот поэтому я выбрала. Я думаю, что я правильно сделала, потому что жизнь, она только один раз приходит. И почему мы ее не можем потратить на приятное? А приятное – это узнавать, начинать, творить. Это классно, думаю. Она старательно перебирает струны, но пока у юной камусчи получается не все. Виртуозное исполнение мелодии на камузе – дело будущего. Камуз для меня – это история. История, которая пережила все то, что вот на сегодняшний день происходит. И это самая главная ценность, то, что осталось. И это культура. Когда у меня спрашивают, что для тебя значит культура, я говорю, культура у каждого человека есть, а для меня культура – это камуз. А для кого-то это может быть саксофон, а для кого-то это барабан может. Поэтому я хочу сказать, что камуз – это для меня культура. Мен кулбанам жашоонун барына сени менен бир болгон жазыма сага окшош менин да мүнөзүм ай дереден ай. После музыкальных уроков начинается настоящая работа. Работа в студии звукозаписи. Именно здесь рождается песня. Соединяются музыка и слова, которые потом в едином порыве должны взволновать души слушателей. Музыка – это нечто большее, потому что только музыка может человека изменить. Музыка – это время, музыка – это смысл, музыка – это радость, музыка – это совершенно большое, я бы сказала, что она даже пережила историю. Вот поэтому музыка – это самое искреннее и самое великолепное, то, что осталось. Слова и музыку Каныкей пишет сама. Они словно живут в душе юной поэтессы и выплескиваются наружу в виде музыкальных композиций. Она не старается быть модной, не пытается соответствовать новым тенденциям. Каныкей просто живет музыкой, а душа подсказывает слова.
Песни у меня очень простые, на мой взгляд, но для некоторых это очень совсем другое, иное. Для кыргызов это что-то новое. Ну, конечно, потому что слова, они совсем другие. Они как метафора, они как фразеологизм. Вот поэтому для многих кажется, что это совсем другое. Но мне это нравится, другое. Я все равно продолжаю это делать, и многим это нравится. Когда я начинаю петь, я чувствую голос. Я чувствую, что люди, они внимательно слушают, они хотят понять. Я чувствую это. И смотрят они так долго, и я это чувствую. Но главное, я хочу донести голос и смысл. Странный образ Каныкей не раз обвиняли в эпатажности и напускной оригинальности. Все не как у всех. Даже голос не подходит ни под одну из категорий. Он своеобразен и запоминается сразу. Именно эта особенность Каныкей и заставила саму певицу выбрать для себя стиль поведения на сцене. Я не хочу быть стандартной. Все, что вот есть, вот все стереотипы, и ты по этим рамкам ты живешь. А я не хочу, потому что жизнь нам только один раз приходит. И в этой жизни я хочу жить по своим правилам. Это мои правила, это мой голос, это мой выбор. Вот поэтому я живу по своим правилам. И я делаю, и это мне нравится. Внешний облик тоже был ответом на необычный голос. Такой вокал должен был быть обрамлен по-особенному, чтобы запомниться не только ценителям, но и простым зрителям. В моем творчестве всегда происходят изменения. Раньше я красилась очень темным оттенком, у меня очень был черный такой образ. Но на сегодняшний день мы меняемся, и, может быть, я когда-то хотела через этот черный образ сказать, донести что-то. Но на сегодняшний день у меня образ меняется более на светлую сторону. Может быть, и наступают светлые времена, может быть. Привет! Как ты? Пожалуйста. Присаживайся. Ну что, за платьем пришла. Платье готово? Да, готово. Визит к собственному модельеру – любимая часть дня Каныкей. Известный дизайнер этнической одежды Айдай уже несколько лет является личным портным юной звезды. Мастер войлочных изделий видит в своей подопечной не только начинающую звезду, но еще и возможность поэкспериментировать над образом. У нас есть линия войлока, да, которой мы постоянно работаем, да. Там очень много творчества не требуется. А наша маленькая Каныкей, она дает нам творческое пространство. Мы можем на нем что-то сделать, что-то свое, что-то включить. И, конечно, она тоже идею подает нам, формы, что ей нравится. А мы там быстро-быстро что-то делаем. И она наше творческое пространство. Сама Каныкей отводит внешнему облику очень большую роль. Она пытается подчеркнуть и свой оригинальный голос, и неповторимый внутренний мир, с изображением которого с успехом справляется опытный дизайнер. Это очень важно, когда особенно ты поешь, не только твой голос, но и костюм, соответственно, должно совпадать с этим. А на сегодняшний день я пою этническую музыку, этнорок. Так как это этника, я хочу, чтобы здесь этнические элементы существовали. Вот поэтому у меня костюм с войлока. Сиздерге деген чексиз сый урматым менен мен Каныкей. Вот так я желаю свое поздравление кыргызстанцам. Это радио Кыргызстана Вондоро. Они специально позвали, чтобы мы новогодние поздравления пожелали. Вот чтобы с первых слов было понятно, что это вы говорите. Вот ваша индивидуальность – это самое главное. Приятная необходимость. Визит на одну из радиостанций столицы вызван праздничной суетой. Каныкей должна поздравить своих поклонников с Новым годом. Дело это непростое. Для начала необходимо отрепетировать текст поздравления. Я не ощущаю себя звездой, потому что я, во-первых, просто простая девочка, которая живет в Кыргызстане, как и все.
Ну, конечно, приятно, зовут, ну, я поздравила, но это для меня очень просто. Есть еще высокие вещи. И себя я считаю просто простым человеком, как и все. Здесь же на радио каныки с волнением показывают свою новую работу. Эта необычная для творчества каныки композиция в этностиле не является оригинальной. Текст и музыка народные, а вот исполнение совсем иное. Очень даже хорошо получилось в ее исполнении эта песня. Ну, есть у нас варианты, очень много вариантов, но у нее будет, наверное, самый такой, да? Ну, может быть. Отличается сразу. Если оценят это, если это слушают, то мне приятно. Но если это не понравится, то я никогда не навязываю. Я просто дальше продолжаю. Странная и непохожая, удивительная и глубокая. У нее нет кумиров, но есть свои духовные ценности. Она не стремится к известности, но при этом честно трудится над своим творчеством. Любит жизнь и старается делать ее интереснее для своих зрителей. Есть у меня маленькая фраза, на кыргызском она звучит «Джашоу-бар», а если перевести, то она звучит так: «Просто надо жить, несмотря ни на что».